канале, брат? Да. Так, ребят, всем привет. У меня в гостях братулец. На канале уже многие его знают. Мы уже с ним нормально так покатались. Поколесили. Были в Липецке. Зимой я к нему пару раз приезжал в Тверскую область. Буквально недавно ездили в Астраханскую область. И ко мне он приезжал на первый лед. И вот осенью приехал так по грибочкам погулять. Приехали только с лесу. Привезли немножко грибов. Пожарили, пообедали. Красота. Я недавно делал обзор, ребята, на ножи. Вот. Не то что обзор, а просто показал. Немножко рассказал историю, как все начиналось, какими ножами пользовался, что есть на данный момент и так далее. И в конце ролика я именно рассказал, что скорее всего буду делать розыгрыш данного ножа. И в целом, ребят, мы именно с Пашей хотим сделать розыгрыш. Ну, не просто розыгрыш, ребята. Вот. Впереди осень, точнее она уже наступила, сегодня у нас 30 августа. И первый лед не за горами, зимняя рыбалка. И я, как и Паша, обожаю просто зимнюю рыбалку, именно рыбалку на жерлице. И, естественно, Пашка приедет ко мне на первый лед, как и в прошлом году. Поедем на Таежное озеро на 3-4 дня, порыбачим щучку. Вот. Ну и тема такая, ребят, что поездки на самом деле это не из дешево, конечно. Это, во-первых, расстояние, топливо и все в этом духе. И мы с Пашей совместно придумали такой розыгрыш, как бы не просто, как бы, знаете, там срубить денег, вот, а именно, чтобы было вам интересно и нам немножко полезно, так как, возможно, ваша помощь будет именно полезна в топливе и так далее. Короче, начал опять я загоняться, сдалека заходить. Вот этот ножик, ребят, будем разыгрывать. Это будет главный приз. Это будет главный приз, да. Вот. Ну и благодаря Паше, в общем, будет еще порядков там. Да, призов 15 будет, да, сделаем, соберем. Хорошие вещи все будут. В общем, смотрите, ребят, какие условия. Да, зимние будут какие-то там шапочки даже, да, там. Хаски, шапка будет, ушанка, да, хорошая. Вот. Опять же, поводочки, вот эти крючочки. Короче, вот все для рыбалки. Кружочки. И не только. Но главный приз будет этот нож, потому что многие пишут: Андрюха, подгони. Вот, ребят, смотрите, какая тема. Многие блогеры так уже делали, и мы решили немножко так же и поступить. Не просто как-то рандомно там разыграть, а сделаем прям настоящую историю от этого. Тема какая? Если вы хотите поучаствовать в розыгрыше, ребята, вот, то бишь регистрация 300 рублей. 300 рублей. Я оставляю реквизиты, номер карты, и вы делаете перевод и пишите в сообщении номер телефона. Номер телефона, да. Вот. Соответственно, вы уже, получается, участвуете в розыгрыше. Я делаю список, составляю бумажку, все записываю и, то бишь, контролирую. Даем мы большое время, не неделю, не две, а целых почти 2 месяца, наверное, плюс-минус. Ну, до первого льда, грубо говоря. Да, и в итоге мы разыграем именно в палатке, сделаем, запишем все и будем, то бишь, выбирать человека. Какая ситуация, ребята? 300 рублей, ну, для кого-то деньги, для кого-то не деньги, но это не будет так, что, знаете, я просто там попросил у вас, там, ребят, помогите на бензин, на экспедицию. Опять же, для вас свежий, хороший контент, ну и вы будете участвовать в розыгрыше. То бишь, вы не только помогаете денежкой, но еще и будете участвовать в призах, и, возможно, кому-то попадет вот этот замечательный, ребята, нож. Кому-то попадет, невозможно. Есть документы, ребята, что не являются хорошим оружием, я его показывал. Он еще в оплеточке, я даже не снимал. Классный тяжелый нож, ножны. Вот. Ну, шикарный нож, я думаю, ребят, подарком кому-то будет прям круто. Ну и не только как бы, да, за нож бодаться, а даже так, если не повезло, допустим, ну, шапочку там, что-то такое. Ну, тоже хорошее все будет, да? Все хорошие призы, да. Вот. Ну, поймите правильно, ребята, как бы там не то, что там, знаете, там какие-то деньги, это просто интерес, ну и плюс помощь нам, получается. Та же копейка пойдет Паше на топливо, допустим, чтобы он сюда ко мне приехал, и мы поехали дальше. Вот. В чем прикол? Переводите копеечку, 300 рублей,
небольшая сумма, я считаю. Да, обязательно подписать номер. Обязательно писать в замещениях номер. Я это все фиксирую и как бы и записываю. Опять же, можно не один раз, как бы у кого возможность есть, допустим, ну, удвоить шансы, утроить, и, не знаю, удесятерить эти шансы. То бишь, отправляете, и, соответственно, у вас... Ну, не один билетик, а 2, да. 3, 4, 5 будет. Потом в хорошем зимнем вечером на льду с Пашей мы в палатке именно начнем ходить по списку. Я за эти все номера заверну в фантик, ну, то бишь, не знаю, как там сделаю, в общем. Ну, выпишем, да, и обычно эти. Да, и возьмем какую-то коробочку, будем трясти, доставать, достаю. Вот, сейчас, допустим, разыгрываем поводки. Вот, достается Александру, номер телефона и так далее. Все, поводки, в общем, отправляются ему. Вот, дальше больше, и дойдем до главного приза, этот нож. И, соответственно, уже в конце человек, который, ну, достанет, я не знаю, Паша будет доставать, кто-то, может, кто-то с нами еще будет. Вот, возьмем даже третьего человека, который не причастен к этому, будем трясти и, в общем, будет доставать. И Да, и по очереди будем. в палатке, ребята, позвоним, ну, в прямом эфире человеку, объявим победителя, возможно, по видеосвязи. Сейчас она, кстати, плохая очень, конечно. Вот, поздравим и так далее и тому подобное. Не знаю, если вам это интересно, ребята, если вы поддержите эту тему, то будем чаще это делать перед какими-то дальними путешествиями. Что-то, какие-то вещи хорошие, нехорошие, там, дорогие, недорогие, не будем о цене говорить, а именно будем регулярно вот так устраивать. То бишь, вам интересно, вы и помогли нам, грубо говоря, да, и участвуете, и получить какой-то приз. Ну, от нас, да. Кто-то потратил 300 рублей, а выиграл нож в районе 10 тысяч, ребята. Так что, такие дела. Брат, что-то добавишь? Да что добавить, ты, в принципе, все рассказал. Что, подарочки соберем хорошие. Что. Подарочки Паша соберет, да, вот именно он меня поддержал и говорит: Андрюха, давай сделаем, как бы. Возможно, я сейчас что-то, ребят, посмотрю, потому что есть хорошие вещи, которые вот реально без дела. Вот, и в дальнейшем, возможно, будем так делать чаще. Если кому это интересно, ребят, кто в теме, тот в теме, так скажем. Рыбачкам будет все в пользу. 100%. Да, рыбачкам будет в любом случае все в пользу, потому что рыбалки, подарки будут именно касаться что-то такое, шапочки и так далее и тому подобное. В общем, сейчас пока будем именно собирать вот эти вещи, как бы приготовимся, а потом уже, не знаю, уже когда в палаточке уже покажем все эти призы и начнем с самого, так скажем, меньшего, и потихоньку будем добираться до ножа. Вот, еще раз повторяю, что есть возможность удвоиться, как бы не одна бумажка, чтобы была, получить больше шансов, да, в пакетике или в коробке, а 2 или 3, допустим, соответственно, и не только нож выиграть, но и еще что-нибудь такое. Так что такие дела, ребята. Все, давайте участвуйте. Я считаю, как бы это честно будет, вот, не просто там, как многие говорят, что там попросить, там, клянчить или так далее. Нет, здесь вот именно в районе конкурса это все будет по чесноку. Я в телеграм-канале буду делать отчеты, ребята. Кстати, кого нет в телеграм-канале, добро пожаловать. Ссылочки в описании. Также вы можете перейти на Пашу. Молодой канал, только завел, делать фоточки, красивые видео. Много моментов, кстати, по поводу Москвы, может что-то еще, какие-то дела по рыболовной тематике. Паша занимается там торговлей, там где-то что-то может подсказать, в принципе, кому-то полезно будет. Так что здесь такие дела. Все. В Телеграме буду делать отчеты. У нас 2 месяца. Вот. Я думаю, это хороший срок именно и нам собраться. Ну и вам, допустим, там раз в месяц, может, допустим, еще раз, там, допустим, как-то добавить свой шанс. Ну, я так образно говорю. Так что такие дела, ребят. Супер приз. Автомобиль, хотел сказать. Нож. Вот. Хороший нож, ребята, я думаю, будет хорошим подарком. Вот, памятью, допустим. А так, утешительный призов в районе 10 комплектов что-то, ребята, приготовим. Давайте участвуйте, ребята. Быть добру, как говорится, на связи. Да, удачи. Всем мира, всем благ, ребята. Да.